Символично, что на мемориале памяти и славы в Насыр-Корте вечный огонь горит в память не только тех, кто отдал свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны, но и тем, кто в другие тоже тяжелые дни в истории России выполнял свой служебный долг, не думая о своей жизни. Одна из строчек на памятной плите – Ахмед Катиев. Годы жизни с 1961 по 2014. Частица связана одной ниточкой судьбой. Между нами нет маленькой границы. Ты во мне, а я навсегда с тобой. Между нами нет маленькой границы. Ты во мне, а я навсегда с тобой. Утро 27 августа 2013 года. Трагическая дата в истории республики, которую тогда потрясла новость о нападении на секретаря Совета Безопасности Ахмеда Катиева. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором он ехал на работу. Сам Ахмед Катиев от бронированной машины отказался еще с первого дня пребывания в своей должности, объясняя это тем, что ему нечего бояться, и скрываться он ни от кого не собирается. Будущий герой России Ахмед Катиев родился в обычной ингушской семье. После школы вопрос, куда пойти учиться, для него уже не стоял. Он поступает в Рязанскую школу МВД СССР. Родные, узнав о таком выборе, сначала просто не поверили. Им казалось, что эта профессия не соответствует характеру Ахмеда – мягкому, спокойному и сдержанному. Да, гыргыл генкиш бари. Чар годдервей ахаш. Чар что мерзле. Так шеди шавиала, шеди шавиан шилтها زمان وش شيء داوك مو جارس هذا السجموي جارس حبيدن وايد أنا هم حد اللي أره لي ليش موي أن يارس خديشة ديان شلتها مسنين خدتها يارس شغل بالختاك ناخا ناقد الدتها مدك دهات يارس تخشوا وردا بيجر زبيلو شيء خشمتش كي شنشرة ديش بيجر شيء. Но скоро сомнения развеялись. В 1985 году Ахмед заканчивает учебу, приступает к службе в органах, и сразу друзьям и знакомым становится понятно – он пойдет далеко по выбранному пути. Его плечами стоит огромная работа, огромное, так сказать, отношение к своей республике, к своим жителям. С Ахмедом работать было одно только удовольствие. После переезда в Ингушетию Ахмед Катиев становится участковым в селении Псидах. Чуть позже заместителем начальника криминальной милиции Малгобека. С 2000 года Ахмед занимает пост заместителя начальника управления уголовного розыска МВД Ингушетии. Для меня непосредственно, для всего аппарата Совета Безопасности, могу об этом сказать с уверенностью, был очень чутким, внимательным, принципиальным руководителем, который пытался выполнять поставленные перед ним задачи руководства республики с максимальной отдачей, с максимальной пользой для республики. Для него не было разницы в социальном статусе обратившегося. Ахмед Бакширович всегда пытался по мере возможности помочь любому человеку, обратившемуся. 2000-е годы для людей в погонах запомнились как время полувоенное. Боевики регулярно обстреливают сотрудников правоохранительных органов, совершают теракты. Все больше молодежи примыкают к незаконным вооруженным формированиям, покидая родные дома и уходя в лес. Я его помню честным, порядочным человеком. Он спас очень много жизней молодых людей, которые отказались от этой террористической, экстремистской деятельности. Это были самые тяжелые времена тогда для республики. Именно при Ахмеде массовая эта адаптация, отказ от террористической, экстремистской деятельности было только при секретаре Совета Безопасности Катиеве Ахмеде Бакшировиче, при нем. В это время на долю Катиева выпадает служба на должности начальника ГОВД Назрани. А в апреле 2011 года по назначению бывшего главы Республики Ингушетия Юнузбека Евкурова он возглавляет Совет Безопасности Ингушетии. С Ахмедом Катиевым мы познакомились в 2011 году,
когда он приступил к своим обязанностям секретаря Совета Безопасности Республики Ингушетия. Это был принципиальный, честный человек. Он очень много работал. Работал на благо народа, на благо нашей республики. В принципе, в 2011 году я уже был в аппарате Совета Безопасности, откомандирован с органа наркоконтроля. И спустя месяц на работу пришел Ахмед Катиев, указом главы Республики Ингушетия. В принципе, чем он запомнился? Он был очень спокойным человеком, очень добрым человеком, очень в то же самое время волевым человеком и в то же самое время очень жестким человеком. То есть он был очень внимательным к людям. Все люди, которые к нему проходили, по крайней мере, при моей деятельности с Ахмедом, в его адрес с обращениями, с просьбами к нему, он, в принципе, всегда говорил, чтобы к нему пропускали людей, выслушивал каждого человека внимательно и по мере возможности всем, чем он мог, он помогал. Дердиким var Ahmet. Bol Lelbek Bozun var Zakonov. Sıkkı yol şanket ve nusa müdaçır. Sıga uluk halçı, bol честно da будешь halçı декретиш var, bol честно беж var. После вступления в новую должность Ахмед Катиев отправляется в соседнюю республику перенимать опыт Дагестанской комиссии по адаптации боевиков к мирной жизни. И уже через пару месяцев создает такую же адаптационную комиссию уже в Ингушетии. Ахмед Катиев также руководил адаптационной комиссией по адаптации лиц, которые хотели возвратиться к мирной жизни, прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. С этими лицами он работал тоже. Вот. Этот опыт они привезли с Дагестана. И по результатам мы даже обогнали наших соседей. Ахмед в этом направлении очень много работал. Катиеву досталась одна из самых сложных ролей в деле стабилизации обстановки родной республики. Он активно начал работать над возвращением боевиков к мирной жизни, встречался с их родными, вел переговоры и уговаривал покинуть ряды бандподполья. Находил нужные слова для тех, кто ушел в лес воевать за чужую идеологию. Ему доверяли и надеялись его помощью начать новую жизнь. 23 года ему всего раскаяться, содеянным осознал и станет на путь исправления, мне кажется, на правильный путь. Первый раз, когда я его увидел, когда он зашел в кабинет, он как будто вот мы его знали давно, он сразу влился в этот коллектив. Он был такой добродушный, веселый человек. Сразу влился в коллектив и поставил себя так, чтобы и его уважали, и он уважал, значит, коллектив наш. Вот. И вместе мы вот эти 2 года проработали в таком же духе. Вот. Он умел работать с людьми. Некоторые участники незаконных вооруженных формирований сами обращались к Ахмеду с просьбой помочь вернуться домой. Это был совершенно новый уровень доверия к власти. Был такой парень, молодой парень, и вдруг получилось так, что нам он, независимо, так сказать, от этих лесных бандитов, он нам позвонил, лично Ахмеду позвонил и сказал: Ахмед Макшипович, я вас примерно вот знаю заочно, вашу работу, так сказать, я бы хотел с вами переговорить. И вот я пошел навстречу этому человеку, вызвал его аппарат Совета Безопасности. Он, когда ушел в лес, но он рассказывает из его уст, что он пошел за дрова, скажем так, в лес. Ну и там встретил бандитов. Те ему сказали: ты будешь нас обеспечивать продовольствием. И дали ему деньги. Где-то 5 тысяч один раз, потом 7 тысяч. Вот он их какими-то продуктами вот снабжал. И он понял, что рано или поздно это ему не пройдет, что закон все-таки есть. Ему нравилось вот помогать людям. Он весь был в работе. Он весь в работе всегда, и вечером, и ночью. И эти телефонные звонки, и эти вот постоянно домой приходили.
Он считал, что это главная цель его жизни. Этот молодой человек действительно некоторое время снабжал бандитов всем необходимым, но позже все же решился признаться в содеянном. Ахмед Катиев встретился с ним лично. Ахмед Макшарипович с ним побеседовал, устроил его после этого на работу, строительный вот участок, не буду называть какой-то, но в Сунжинском районе, по месту жительства, устроил на работу, дал ему образование тоже, доучиться. Коллеги Ахмеда Катиева вспоминают его как надежного командира. Майор полиции Руслан Боков был знаком с ним 15 лет и начинал свою службу в органах именно под руководством Ахмеда Катиева. Будучи руководителем, он никогда не сидел, не засиживал в кабинетах. На любое мероприятие он всегда как командир был впереди. С ним можно было, на него можно было положиться, с ним можно было пойти в любую разведку, в любой огонь и воду. Такой был надежный человек, надежный командир. С таким командиром подчиненным было не страшно хоть куда, хоть в пепел, хоть в огонь, хоть куда. Он всегда говорил, это были слова одного из его работников, он говорил, вода приходит и уходит, а камни остаются. Вот это вот слово у него было. В принципе, запомнился он как набожный человек. По возможности он не упускал ни один намаз. В кабинете постоянно у него был коврик. Он держал месяц Рамазан. За 2 года в Совете Безопасности адаптационной комиссии Ахмед Катиев без преувеличения спас жизнь почти 60 людей. Он не просто возвращал их из леса домой, он и в дальнейшем участвовал в их судьбе, помогал крепко встать на ноги. Тогда обстановка была очень тяжелая, напряженная, сложная. Каждый день гибли, умирали люди, сотрудники правоохранительных органов, с одной стороны, и члены незаконно вооруженных формирований, с другой стороны. После вот этой комиссии, как она начала работать, значит, очень много людей осознали неправильность этого своего выбора, этого пути, и начали выходить к мирной жизни. Вот. Ахмед этому очень сильно способствовал. Если мне не изменяет память, более 50 человек он вытащил, скажем так, с лесу. Вот этих ребят, спас им жизнь. Также их матерей и отцов он не оставил в горе. Вот, он спас им жизнь. Да, были какие-то сроки у кого-то, еще что-то, но это было минимум. Вот. Ахмед в этом направлении очень сильно постарался и потрудился. Но такая миротворческая деятельность Ахмеда Катиева не могла понравиться главарям бандподполья. В 2012 году неизвестные обстреляли его дом из гранатомета. Тогда никто не пострадал, а сам Ахмед, как и прежде, решительно отказывался от бронированной машины, чем позже и воспользовались преступники. Утром 27 августа 2014 года дорога на работу оказалась для Ахмеда Катиева последней. Его автомобиль был обстрелян на трассе Малгобек-Назрань. Машину буквально изрешетили. На месте происшествия обнаружили более 70 стрельных гильз. От полученных ранений водитель Ахмеда Катиева погиб на месте, а сам он скончался по пути в больницу. Уже на второй день после трагедии в лесополосе между селениями Сурхахи и Яндари сотрудники правоохранительных органов обнаружили машину серебристого цвета, на которой предположительно и скрывались преступники. А в мае 2014 года была полностью ликвидирована бандгруппа, причастная к гибели Ахмеда Катиева. По мусульманским обычаям похоронили Ахмеда Катиева на родовом кладбище в Малгобеке. Время было трудное, растила я их тяжело, но воспитала так: почитать и уважать людей, ценить каждый миг жизни. Мне больно говорить о нем сегодня. Я не знаю, кто мог это сделать, но знаю одно. Он был солидарным с руководством Ингушетии, любил своих подчиненных, любил свой народ, душой болея за него. Но кто-то его не понял. В то утро, как обычно, он уехал на работу. Работа была такая, что приходилось идти навстречу людям. Помогал им, призывал и возвращал к мирной жизни оступившихся молодых людей. И в Очалуках случилась эта трагедия. Тяжело, конечно, осознавать эту боль, эту утрату, но на все воля Всевышнего. Он сам воздаст каждому за плохое и хорошее.
Уже несколько лет, как Ахмеда Катиева нет с нами, но память о нем живет в наших сердцах, в каждом уголке нашей Родины. Сейчас вы сами видите, обстановка стабилизировалась у нас, что было вот 10 лет назад. И сейчас, если сравнить, обстановка у нас стабильная. Вот. Ну, благодаря тому же Ахмеду Катиеву это и произошло тоже. Он внес свой вклад тоже. Ну и мы ему помогали, естественно. الخلر صغارم از ایس دالها مجوا یعنی خیت لورسون مسنها باو قوچون مسنها دخون یعنی هز داخل دواس هز داشتی نه دگاش کیساوس شیت ان غلق شیت دیزل غلق ايش كده يحقا قمن غلق نيخ غلق حلق يحقا نيخ حشت قوچت или сагор. Вспоминая его, я не могу без слез о нем что-то сказать, потому что он оставил глубокую рану не только в моем сердце, а в сердце, наверное, всех наших односельчан. Я не знаю, как могла подняться на такого человека рука, чья это была такая черная, злая рука. Родные, друзья и коллеги вспоминают, он был очень отзывчивым, всегда старался помочь. Был счастливым семьянином, у него осталось 4 детей. Несмотря на то, что работа отнимала у него все время, Ахмед успевал уделить внимание и окружающим, и даже родной школе в Инарки, где учился. Теперь она носит его имя. أما قمق دكتور نزجو بدر ديزل دعواتش ديزل متل دردق قمها دترشو يا غير خوش بتسلوبات حبيزة رشته دعيوبيات حسيلنتي واخب والله خديقاشك لقلات بالدعسي. Сидели, говорили, кто чем будет заниматься на пенсии. Мне еще далеко, он говорил, я, наверное, скоро на пенсию уйду. Он как бы он так вот далеко вперед не смотрел. Я потом вспоминаю многие моменты, он всегда говорил. Последние 3 месяца жизни, все свободное время он проводил со своим любимцем, конь Сайгон. Его Ахмед купил незадолго до смерти. В честь Ахмеда Катиева названа одна из улиц в новом микрорайоне Малгобека. Его имя вписано в историю не только Ингушетии, но и всей страны. В сентябре 2013 года указом президента секретарю Совета безопасности Ингушетии Ахмеду Катиеву присвоено звание Героя России посмертно. Во всей Российской Федерации, во всех ее регионах, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Краснодара, в любых республиках России, где бы ни родился герой, это общий герой Российской Федерации. Ахмед Макшарипович защищал мир, защищал мирную жизнь, защищал мирный хлеб, защищал добрые, веселые глаза детей и женщин, защищал родителей, защищал свою землю. Поэтому Ахмед Макшарипович Катиев – это общее достояние всей Российской Федерации, безусловно, гордость Ингушетии и гордость Академии ФСИН России как ее выпускника. Герой России Ахмед Катиев прожил всего 52 года, но это была жизнь целеустремленного, мужественного человека и по духу, и по поступкам, настоящего профессионала своего дела, а его имя навсегда вписано в историю Ингушетии.